Без вычета НДФЛ Владимир Путин поручил освободить от налогов дополнительные выплаты для врачей, борющихся с коронавирусом. Территория опережающего развития исполняется 5 лет, как резиденты адаптировались к эпидусловиям. Ремонт спустя 30 лет. В Нерюнгри завершается реконструкция блока детской поликлиники. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 3448 и сейчас составляет 27 938 человек в 84 регионах страны. Выздоровело на данный момент 2304 человека, 232 человека умерли, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам, борющихся с коронавирусом. На совещании с членами правительства глава государства напомнила о ранее принятом решении назначить такие выплаты в размере от 25 тысяч до 100 тысяч рублей в зависимости от квалификации медиков. Там достаточно все просто по второму вопросу. Мною были названы цифры соответствующие. 80 тысяч рублей – это дополнительные выплаты за работу с больными коронавирусом для медицинского персонала, для врачей. 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей. В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц. Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки чистыми. Для этого нужно внести изменения, соответствующие в нормативно-правовую базу. Я прошу вас это сделать. Продолжают свою деятельность в условиях распространения коронавируса и резиденты территории опережающего развития. В этом году исполнилось 5 лет с момента вступления в силу федерального закона создания таких территорий. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 20 торов, из них 2 в Якутии, рассказывает Сергей Михедов. К первому маленькому юбилею торы в нашей республике подошли с по-настоящему большими показателями. Суммарный объем инвестиций по всем проектам превысил 122 миллиарда рублей, 47 из которых уже проинвестированы. Проекты предполагают создание до 10 тысяч рабочих мест, из которых 7 тысяч уже созданы. Наши резиденты производят пластиковые трубы, сэндвич-панели, котлы длительного горения и прочие стройматериалы, асфальтобетонную смесь, кирпичи. Теплица «Саюри» круглый год выдает урожай овощей. На полигоне СВФУ успешно проводятся научные исследования. Резиденты якутских территорий опережающего развития – это в основном представители малого и среднего предпринимательства. Как и весь бизнес, в связи с COVID-19 наши производители столкнулись с ограничениями, например, с поставкой сырья и оборудования из-за пределов России. Приостановлен ряд экспортных контрактов, остается неопределенная ситуация и с иностранной рабочей силой. Говорить о том, что проекты приостановлены, нельзя, все идет в сроки, не наблюдаем срывов сроков строительства, не наблюдаем высвобождения персонала, мониторим ситуацию с завозом вахтовых работников. Соответственно, резиденты в свою очередь говорят о том, что готовы воспользоваться предоставленными антикризисными мерами по мере необходимости. Важнейшим навыком в условиях ограничений остается адаптация к новым условиям. Не менее важно найти другие пути развития. Новые возможности предоставляют дистанционные услуги. Отдельным направлением может стать производство дезинфицирующих и антисептических изделий. Наши резиденты выразили готовность производства таких средств, и мы направили свои предложения и собираемся участвовать в программе противодействия эпидемиологическим заболеваниям по линии Минпромторга России. Преодолевая трудности, торы в Якутии продолжают работу и готовы принять в свои ряды предпринимателей. Главное, чтобы идеи были перспективными и актуальными для современных реалий, а с дополнительной поддержкой освоить новое производство будет гораздо проще. Сергей Михедов, Якутск.
Состояние всех больных COVID-19 в Якутии стабильное, кроме одной женщины, проходящей лечение в Якутске. Ее состояние оценивается как средней тяжести, но врачи держат ситуацию на контроле. Были подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, проводятся постоянные телеконсультации с ведущими московскими институтами. Об этом сообщил глава региона. Больные из Горного и Вилюйского районов доставлены в столицу республики. По словам Айсена Николаева, по Алдану ситуация стабильная. Круг контактировавших полностью выявлен, а по Якутску до конца не установлены контакты одной из заболевших. По Якутску я просил бы жителей города Якутска соблюдать режим самоизоляции, потому что вот последние подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, они, к сожалению, у нас выявлены на уровне уже внебольничной пневмонии, и круг контактов, которые могли быть вовлечены в круг общения больных, он до конца еще не установлен. Здесь поэтому необходимо соблюдать, еще раз говорю, строго режим самоизоляции и все-таки без крайней необходимости общественные места не посещать. В целом хочу сказать, что еще раз хочу сказать, что ситуация у нас под контролем. В общей сложности у нас 36 всего случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии, из них уже 15 у нас выздоровевших. Власти Якутии в условиях пандемии прорабатывают меры поддержки региональной авиакомпании, работа которой важна для республики с учетом больших расстояний и сложных климатических условий. В частности, авиаперевозчику намерены выделить кредит на сумму порядка 600 миллионов рублей из разных источников, сообщил глава республики Айсен Николаев. Выступая в среду на совещании с членами Кабинета министров, Владимир Путин отдельно остановился на мерах поддержки авиакомпании и сообщил о планах направить для помощи им более 23 миллиардов рублей. Власти Якутии помогут компаниям в организации северного завоза, который может оказаться под угрозой из-за пандемии. Однако важны и федеральные меры поддержки, например, субсидирование процентов по кредитам. Для этого власти Якутии предлагают включить в федеральный список системообразующих предприятий, которая является основным оператором по завозу топлива в удаленные районы республики – ГУП ЖКХ. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, финансированию долгов и другим мерам поддержки. В Якутии закрыто 11 автозимников. До начала мая закроют все ледовые переправы. Сейчас идет поэтапное снижение грузоподъемности, сообщили в Минтрансе республики. По состоянию на 16 апреля в республике закрыты 5 региональных ледовых переправ через реки Лена, Амга, Алдан, Вилюй и 6 федеральных на реках Лена, Вилюй и Алдан. Также закрыто движение на 11 автозимниках. Последними закроются Арктика 25 апреля и Усть-Куйга, Казачьи Кресты. Там автомобили перестанут ездить 10 мая. 3 миллиона медицинских масок, закупленных в Китае, прибыли в Якутию. Кому они предназначены, знает Юрий Осипов. Он на прямой связи со студией. Юра, приветствую, тебе слово. Здравствуй, Юля. Да, маски привезли в Якутск и расположили их сейчас на складе медицинского центра «Резерв». 3 миллиона масок были закуплены в Китае, и они все будут переданы медицинским учреждениям, Росгвардии и полицейским. Сейчас рядом со мной находится заместитель министра здравоохранения республики Марина Максимова. Давайте узнаем у нее, когда эти маски достигнут своих адресатов. Здравствуйте. Здравствуйте. С завтрашнего дня у нас уже начнется распределение по медицинским учреждениям города Якутска. И в ближайшие 2 недели мы планируем доставить их по улусам республики, включая арктические районы. Спасибо большое. Да, Юлия, а я напомню, что до этого несколько недель назад в республику пришла партия гуманитарной помощи, которая состояла из десятков тысяч масок, средств индивидуальной защиты, а также респираторов. Помимо этого, сюда пришла партия масок, закупленных по линии Минпромторга. Они также, все эти партии также были переданы медучреждениям. Ну а в ближайшие дни ожидается поступление второй части этой партии, еще более 2 миллионов масок. Юлия, к этому часу у меня вся информация. Передаю тебе слово. Спасибо, Юра. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов.
В Нерюнгриг завершается ремонт блока В детской поликлиники. Напомним, здание 91-го года постройки, 30 лет оно не ремонтировалось. Соответственно, не только внешний вид пришел в негодность. Сейчас в блоке Б стены расписаны, как в современном детском учреждении, площадь разделена на зоны. В эти выходные сотрудники поликлиники осуществят переезд блока А в новый блок. Это подразумевает перенос всего медицинского оборудования и запуск программного обеспечения на автоматизированном рабочем месте. В конце года будет закуплена новая мебель, как необходимая для медицинских манипуляций, так и мягкие зоны для родителей и игровые зоны для детей. На сегодня Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутии закуплено медицинское оборудование на сумму 20,5 миллионов рублей. Это аппараты УЗИ, аппараты для стоматологических кабинетов, оборудование для кабинетов офтальмологов, тренажеры для механотерапии. После закрытия Алдана на карантин местные жители проявили свою активную позицию и продолжают записываться в волонтеры. Продолжит Руслан Павлов. Коронавирус и самоизоляция привели к тому, что многие активные люди решили пойти в волонтеры. Чтобы начать помогать людям, достаточно записаться добровольцем и пройти небольшой тест обучения. Волонтеры прошли все регистрацию, дистанционное обучение, получили сертификаты, провели мы инструктаж. У каждого волонтера есть свой бейдж персональный, и в принципе они готовы в работу. Задача добровольцев – обеспечить людей, находящихся на самоизоляции, продуктами питания, лекарствами и средствами защиты. Механизм несложный. Волонтеры по телефонной заявке прибывают по адресу, берут заказ, деньги и вперед по аптекам и магазинам. В день поступает и обрабатывается около 20 заявок. Люди в основном просят это лекарства, продукты питания. Если продукты питания, то, конечно, в большом количестве. Это не один-два продукта, это от 5 и выше. Средний чек покупок – 1000 рублей. Отсюда вывод. Люди не стремятся запасаться продуктами впрок и скупать лекарства пакетами. Вопрос в другом. Не все еще прибегают к средствам защиты и с обыденной наивностью относятся к волонтерам. Все очень хорошо реагируют, в принципе, тоже домой постоянно просят зайти. Кто-то хочет чем-то угостить, но нам по технике безопасности, в принципе, это не положено, поэтому приходится отказываться. А людей каких вы встречаете? Я понимаю, что дистанционно они забирают. Люди в масках не ходят? Часть в масках, часть без масок. То есть некоторые даже не считают нужным маски надевать. Поэтому так. Сегодня по району работают около 100 волонтеров, из них в Алдане 60. Число желающих встать под знамена добровольных помощников растет, и понятно почему. У меня на работе карантин, хочется помогать. Зачем опускать руки, когда можно совершать добрые дела? Люди благодарны волонтерам за их помощь и самоотверженность, потому что в условиях карантина все мы находимся в потенциальной группе риска смертоносного вируса. Руслан Павлов, Павел Пахомов, Алдан. Наш телеканал рассказывает о необычных и интересных местах города-героя Севастополя. Открывает цикл сюжетов «История об одном из самых уникальных объектов на карте города – музее-бункере «Подземный Севастополь». Подробности у нашего крымского СОБКОРа Дениса Тишина. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем музее «Подземный Севастополь». Сейчас вы видите экспозицию, которую нигде никогда не увидите. Длинные коридоры, тяжелые металлические двери, часы судного дня и устрашающие надписи на плакатах и манекенах. В бункере расположены специализированные помещения, узел связи, пункт управления и медицинская комната, где можно проводить операции. Все оборудование не бутафорское и находится в абсолютно исправном состоянии. Ведь музей – это еще и действующее противоатомное убежище, готовое в любое время принять одновременно до 2000 человек. Здесь будут находиться люди рабочих специальностей, которые, опять же, я скажу, выйдут на поверхность и начнут восстанавливать инфраструктуру. Это электрики, это водители, которые будут отгонять машины, это газовая служба, это связисты. Спецобъект С-2 был открыт в 1957 году. Длина сооружения 550 метров, а площадь свыше 2000 квадратных метров. Его появление было не случайным. Еще в середине прошлого века США выбрали Севастополь одной из главных целей для первого атомного удара. Бункер полностью автономен. Он оснащен собственной системой вентиляции, канализации и электростанцией. В июне 2018 года на территории убежища появился необычный музей.
В музее подземный Севастополь представлена уникальная коллекция средств индивидуальной защиты населения. Вот, например, костюмы химической защиты, которые позволяют продержаться в течение получаса при угрозе не только химического, но и бактериологического заражения. Есть здесь и коллекция противогазов с различной степенью защиты, и комплексы дезинфекции военной техники. Необычные экспонаты вызывают живой интерес у посетителей, особенно у детей. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность музея. Он временно прекратил экскурсии и перешел в режим онлайн. Мы перешли в режим онлайн. У нас есть тур 360, виртуальный тур по музею. Он абсолютно бесплатный. Можно зайти на наш сайт подземныйсевастополь.рф и посмотреть его, не скачивая, в режиме онлайн. По словам Артема Нурова, виртуальное путешествие по бункеру пользуется большой популярностью. За последнюю неделю его посмотрели более 7 тысяч пользователей. А зрителей канала «Якутия-24» впереди ждут новые увлекательные путешествия по самым необычным местам города-героя Севастополя. Денис Тишин, Севастополь. Еще больше информации на наших сайтах. Оставайтесь с нами.